На папярэднюю размову з партнёрам і выбар галоўнай тэмы для інтэрв'ю адведзена паўгадзіны. За гэты час трэба знайсці ў суразмоўцы тое, у чым ён можа выступіць як эксперт. Это будет имитация прямого эфира. Вы садитесь на место ведущего. Ваш напарник садится, соответственно, на место гостя. И вы сразу включаетесь и говорите зрителям: доброе утро, с вами сегодня такое-то, поговорим вот на такую тему, потому-то и потому-то. То есть это тоже ваша задача. Вычленить эту тему, правильно ее сформулировать, представить гостя. У вас будет одна попытка. Кожны удзельнік у пары са сваім партнёрам павінен выступіць у якасці як вядучага, так і гостя. Таму трэба уважліва прыслухоўвацца да свайго партнёра. Я буду делать упор на то, чего нет во мне. Я не являюсь таким эмоциональным человеком, и мне это очень нравится в Валерии. И любого человека, любого собеседника я воспринимаю как хороший опыт, когда есть чему поучиться. Запись пошла. Пасля запаветных слоў рэжысёра надыходзіць самы хвалюючы момант. Вядучы аказваецца ў прамым эфіры на вачах у тысяч гараджан, якія сустракаюць дзень з ранішнім эспрэса. І права на памылку проста няма. Для того, чтобы наш день был хорошим, несмотря на то, что у нас на улице вновь зима, приглашаю зарядиться позитивной энергией с нашим дорогим уважаемым гостем. Заданне не толькі паказала, як нашы тэлезоркі ўмеюць імправізаваць, але і дазволіла даведацца пра іх бліжэй. Вось што значыць раскрыцца як асоба не толькі для гледача, але і для іншых удзельнікаў. Я дипломат, международные отношения, и мне нравится общение с людьми. Я сочиняю песни, я пишу музыку, тексты, также исполняю их и записываю. Уражанняў пасля выпрабавання, як заўсёды, шмат, і удзельнікі спяшаюцца імі падзяліцца. Адреналин, конечно, в кровь поступил. Очень интересно, ощущение реального прямого эфира заставляет напрячься, заставляет сосредоточиться. Прямы эфир вытрымалі ўсе, хаця са складанасцямі сутыкнуўся практычна кожны. Для себя я сделал вывод, что работать в паре для меня оказалось легче, чем читать текст на камеру и смотреть в глаза оператору. Самым сложным был этап подготовки, когда нам предстояло определиться с выбором темы, потому что все люди разные, надо найти общие точки соприкосновения для того, чтобы мы могли вдвоем общаться, поддержать тему разговора, ну и постараться что-то новое дать тем же зрителям, которые, возможно, увидят эти записи. Наперадзе удзельнікаў чакае новы адсеў. Выбіраць тых, хто пакіне праект, становіцца ўсё больш складана, але вядучым стане наймацнейшы. Ну что, от теории перешли к практике. Действительно, задания постоянно усложняются. И сейчас, когда людям пришлось думать о том, как они выглядят, как они должны поддержать своего партнера в качестве гостя, который выступал, что спрашивать, вообще определить тему. Я думаю, что нагрузка для участников была просто колоссальной, и это было видно по лицам сразу. Но это очень важно. Почему? Потому что именно в таком режиме, когда нужно абсолютно все контролировать, работает ведущий прямого эфира. Поэтому легкого пути здесь не может быть. Либо ты справляешься с этой нагрузкой, либо нет. На сайце trk.brest.by пачаўся другі этап галасавання гледачоў. Цяпер трэба будзе ацэньваць не проста удзельнікаў, а іх працу ў кадры. Ірына Карольченко, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».